Добрый день, меня зовут Кабышева Азия, я ученица 11 гуманитарного класса Республиканского лицея-интерната, руководитель Сорова Ирина Николаевна. Тема нашего проекта — особенности синтакса якутских пословиц. Актуальность темы исследования. На современном этапе развития современного якутского языка одним из важных задач является изучение языка фольклорных произведений. Так, якутская пословица — это мудрость якутского народа, сосредоточенная в кратких, но метких высказываниях и мудрых выражениях. Синтаксис якутских пословиц — ранее неизученная интересная область якутского языкознания, теме и объясняется актуальность исследования этой проблемы. Целью работы является исследование особенностей синтаксиса якутских пословиц. В соответствии с этой целью в работе решаются следующие задачи: рассмотреть историю изучения языка, фольклорных произведений, изучить виды предложений в якутском языке, исследовать виды предложений в якутских пословицах. Из материала, собранного Алексеем Елисеевичем Кулаковским, нами изучено всего 908 пословиц. Из них простое предложение составляет 565, а сложное предложение составляет 343. Из 565 простых предложений одноставное предложение составляет 291, а двуставное — 274. Односоставное предложение, в свою очередь, делится на 5 видов. Так, назывное предложение составляет 73, определенное личное — 33, неопределенное личное — 106, а общее личное — 11 и безличное — 68. В якутских пословицах сложные предложения представлены обеими видами — сложносочиненными и сложноподчиненными. Сложносочиненные предложения составляют 159, а сложноподчиненные — 184. Из сложноподчиненных предложений в якутских пословицах отмечается обстоятельственное сложноподчиненное предложение, что составляет 179, и дополнительное сложноподчиненное предложение, что составляет 5. И важнейшая особенность пословицы состоит в том, что она композиционно распадается на две части, поэтому подлежащее, сказуемое, определительное сложноподчиненное предложение практически не встречается в пословицах. В результате исследования особенностей синтаксиса якутских пословиц приходим к следующим выводам. Якутская пословица, большая часть предложений, является простым. Это связано с тем, что наши предки любили выражаться кратко, но метко. Одноставные и двусоставные предложения использовались в равных количествах, так как оба выражали факт какого-либо действия или явления. С малым количеством разницы также использованы сложноподчиненные и сложносочиненные предложения. В сложно сочиненных предложениях наблюдается синтаксический параллелизм, что помогает лучше понять и подтвердить суть пословицы. Сложно подчиненное предложение состоит из неравноправных частей, где одна часть зависит от другой. Этот вид предложения помогает в подробности разобраться в тех или иных случаях. Таким образом, якутская пословица, как малый жанр устного народного творчества, облаченный в краткое изречение, в котором выражена народная мудрость, поучительная форма, имеет свои отличительные особенности. Спасибо за внимание.